Прислали посылку. Проверим, что там. Так, виза, да? Арматек. Ну, знаете. Блатная. О, Арматек. Какой-то. Посмотрим, что там у нас. Зарядный USB. Это, видать, на голову надевать. Тут какая-то железяка. Вот сам фонарик. Иначе светит сбоку, да? Интересно. Ну-ка. Так что ли? Так получается. Резинка это. Ну да, так-то удобно. Намного будет прочнее, чем на этих, ну вот на китайских-то, да? Вот так она поделается. Ну вот так вот разверну. Можно отрегулировать вот так вот глазам. Armatec Wizard Pro Magnet USB 18650, дальность света 130 метров. Это мы проверим. Яркий свет, перезаряжаемый аккумулятор, тир оптика, отсутствие эффекта туннельного зрения. Ну да. Ну вот. Свет получается не точкой, а вот так вот. Так удобно это. Комфортное крепление. Ну да. Крепление точно хорошее. Магнит на задней крышке. О! Хрена себе. О, стоит даже вот так. Стоит даже. Крепко держится, ага. Абсолютная защита от проникновения воды, грязи и пыли. 10 метров глубины. 10 метров мы не полезем. Оттуда уже мы не выплывем, походу. Так. Канадский производитель и электронные компоненты США и Японии. Новейший американский светодиод, минимум 50 тысяч часов. 50 тысяч часов по 24 это сколько? До хрена же, это больше 25 лет получается. А нет, по 3 часа света в день на 45 лет, оказывается. 10 лет полной гарантии. Работа даже на глубине 50 метров. Но туда я уж точно не полезу. Испытанная прочность. Удерживает отдачу крупнокалиберного оружия. Прямой выстрел. Падение с 10-го этажа.
10 этажа. На 10 этаж мы не найдем его. Откуда мы пойдем? Так. Дальность света как при низких температурах, так и при сильном разряде питания. Более 40 моделей на любой вкус. А вторая модель у нас, да? А, вон он. А он без этого точно. Без батарейки. Ну, без аккумулятора. Сейчас посмотрим. Вот 3,7 вольт на одном аккумуляторе. Аккумулятор, наверное, трудно будет достать, да? Найти. Ну так-то светит. А вот на улице еще попробовать. Оружие можно цеплять, нет? А сколько светить можно? Хороший фонарь. Ну да, дуренький, маленький. В кармане. Таскать-то. А, здесь без магнита, походу. Здесь магнит. Ужас на ветлах ночи. Ладно. Что делать? Пойти на улицу проверить. Сейчас как раз темнота. Тут все по-английски, да? Визар Pro магнит USB. Ну так-то это. С USB зарядка, она удобная, да? Вот на любую зарядку от телефона можно подключить. Это да. Вот так тык. Висит. Не, меня вот обрадовало это. Что-нибудь машину там, буран, когда ремонтируешь, можно ее вот так вот чик поставил и пускай стоит. А то обычно как бывает, в рот возьмешь этот фонарик или что-нибудь и начинаешь ее крутить. Ладно, пойду на улицу. Проверю фонарик. Так-то нормально светит, а? Нормально светит. Свет такой, это самое, не, скажем, не навязчивый, как говорится, да? Все видно, и да, точно такой вот точки нету. Вот так вот смотрит, значит, это самое, на глаза влиять не будет. Эффект туннельного зрения называется, да? Старика хотел, старого бурана хотел нынче завести. О, по снегу что-то не успел. По снегу. Так потихоньку копаешь. А с этим фонариком то лучше будет, наверное. Видишь? Так вот можно поставить. Вот как шипляется. Ну, по-русски удобный фонарик. Да. Так-то фонарей у меня тут куча старых.
Старых фонарей у меня тут куча. Вот. Вот такой вот у меня, это я нынче осенью брал. Он уже все, хана ему, не хочет работать. Но вот эти вот старые, добрые, как говорится, китайские бочонки, мы их называем, тоже вот. И, ну, что на них грешить-то, они тоже выручали в свое время. Ну, вот это да, USB, который вот увидел, с телефона, думаю, можно заряжать. Я первый раз, когда вот этот налобный фонарик увидел, сразу с Якутска друг приехал, у него был такой налобный фонарик. Давай я его прошу. Он у меня отохотился, собрался ехать. Я его давай уговаривать. Продай, говорю, мне фонарик. Ну, я ему соболя отдавал. Блин, он не согласился, так и не отдал. А потом где-то через год, через 2, может быть. На следующий сезон у меня не было еще фонарика. Ну да, зимой, короче. Где-то через года 1,5 такие налобные фонарики начали китайцы клепать. И вот я купил. И давай. Вот это вот фонарик, это у меня малая часть того, что я покупал. Налобный фонарик он в тайге. Это как раньше мы без, как говорится, сейчас сотовых телефонов, без GPS, как мы жили. Вот так вот думаешь. Вот так же и без налобных фонариков. Как мы раньше обходились. Так нацепил, на лоб выскочил. Что-нибудь там, дров наколоть или что-нибудь подремонтировать там. Света ждать не надо. Это тебе не при не при свете свечки жить. Ладно. Так-то уже где-то более получаса горит, да, фонарик? Как включил, так и не отключал. Ну, хороший фонарик прислали. Ага. Спасибо людям добрым. Пусть у них бизнес будет хороший. Двор мой. Лодки надо очистить от снега. Уже все, снег тает. Ладно. Спасибо, ребята. Как фирма называется? Арматек. Арматек, Визор, да? Так, Визор, Арматек. Хороший фонарик. Спасибо, ребята. Вот раньше за соболя даже не мог купить фонарика такого. Сейчас вот прислали. Сам удивился. Вот, высвечивает, машина высвечивает. Прицеп. Ну так, достаточно видно, как говорится. Если фонарики налобные маленькие у них такие, то у них, наверное, это, да? Фары там вообще, наверное, сильные, охренительные. Ну, еще потаскаем, ага. Стоп. Ясно будет. Фонарик хороший для своего габарита. Это светит нормально. С этими фонариками-то, как раньше мы без налобных фонариков жили. Сейчас как днем можно там. Зимой-то в наших краях-то с 3-4 часов уже темнеть начинает. И тут на улице что-нибудь сделать. Ураном покопаться или трава наколоть. И прочие там дела. Очень нужная штука. Фонарик. Капкан даже можно выставлять с фонариком.
необходимая штука. Короче. А эти берешь, ну, в год 2-3 я постоянно покупаю фонарик. Там по всем избушкам развешанные стоят. Бывает, что проезжаешь там, где, ну, места такие, где там, ну, подношение там местным духом, то все, сломается фонарик, едешь. С ними тоже так же, как с этими китайскими налобными фонариками. Бывает такое, что вроде бы все нормально, чик-чик-чик, а потом взяла, да не работает. Копнешь раз, копнешь другой. Повесил на дерево. На тебе, Боже, что на мне гоже. И поехал дальше. Бывало и так. Так, ага, хороший фонарик. Еще испытаем. Перебуду, нет, вот так. Chyba spokojnie daj, bo tak, nie bajcie. На меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек, и моя гитара без струны. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйдут, как мой замок снимут, как мою гитару отдадут. Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне споют. Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне поют. За темный елик, да за буйный терек плыли татары в 40 000 лошадей. И покрылся ель, и покрылся терек трупами порубанных, потоптанных грудей. Первая пуля, да первая пуля, да первая пуля ранила меня, а вторая пуля, да вторая пуля, да вторая пуля моего коня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится дружить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится дружить. Жена погорюет, выйдет за другого, выйдет за другого, позабудет про меня. Жалко только волюшку во широком полюшке. Жалко, жалко мать родную, да Буланова
눈에 들긴 그 샹아 마른 바람만 사나가우 바람올라우 도스코이 부르부르 부르다를 보dimdi 전시딘 세메딘 바르드놈 나무 내리긴 그릇들 Сухонук түргенник астагына ютун сарыры борулун жумган иелин онтонен 미드름 주장은 누구도 내들긴 그 샹가마른 Круто. Браво, Ася! І що, у старі антиміги?